Встречайте, лидер Народного фронта, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо большое вам за такую теплую встречу. А я со своей стороны хочу сказать, что 15 лет назад... Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Что 15 лет назад было принято не ситуативное решение. Что Народный фронт, а мы сегодня в эти дни отмечаем юбилей 15 лет, полностью себя оправдал. Полностью. Потому что, во-первых, удалось собрать сюда таких людей, как вы. Вам низкий поклон за все, что вы делаете. Все 15 лет. Вы всегда, не только вот в эти годы проведения специальной военной операции, что очень важно, я сейчас, безусловно, об этом тоже скажу, но все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем. И вам удается найти те точки, на которые нужно сосредоточить внимание для того, чтобы оказать помощь конкретным людям. А это значит, в конечном итоге, всей стране, всему российскому государству. Вот эта обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны. Вот, насколько мне известно, сейчас у вас на контроле 552 поручения президента. И это не болтовня какая-то. Ведь откуда берутся эти поручения президента, главы государства? Они же берутся после прямой линии с гражданами. Это ясно, эти линии готовятся, ясно, что работают целые команды. Но все равно, как бы там ни было, это живая связь с людьми. И вот эти поручения, они же возникают не с потолка, не с неба. Они возникают от людей, от их проблем, от того, с чем они сталкиваются и что пытаются преодолеть в жизни. Вот эти поручения возникают отсюда. И вы, собственно говоря, над чем работаете? Вы работаете над тем, чтобы людям помочь напрямую. Потому что даже облекаемые их, так скажем, наказы, облекаемые в поручения главы государства, не так просто исполняются в рамках огромной административной машины. И здесь, вы знаете, это не беда России. Это просто проблемы любой государственной структуры на планете Земля. Везде одно и то же. Но нигде нет такой структуры, как ваша, как общероссийский народный фронт. И вы работаете по всем важнейшим направлениям. Ну, возьмем здравоохранение. Благодаря вашим усилиям решаются проблемы детей, которые страдают сахарным диабетом. В области образования, потому что вы обращаете внимание на то, что важно вот в этой чрезвычайно важной, тоже, прошу прощения за тавтологию, сферы деятельности. Ну, что же может быть важнее души ребенка? Что же может быть важнее его формирования его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям? Что может быть важнее, чем отношение подрастающего поколения детей к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам? Уважение к тому, что они всей своей жизнью делали и для него, и для его будущих детей, для его внуков. Что может быть важнее всего этого для сохранения и приумножения, и укрепления государства российского? Ничего. А вы этим занимаетесь. Ну и, наконец, при проведении специальной военной операции напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну, что может быть важнее этого? Да ничего. Сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь. Вот знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы,
добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО свыше, почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа. Спасибо. Я вас благодарю и с удовольствием приму участие в награждении лауреатов Общероссийского народного фронта. Спасибо. Специальные номинации «Все для победы» награждаются. Анатолий Александрович Васильченко и Виктор Эдуардович Тараскин. Охранники общежития колледжа в Старобельске. В ночь на 22 мая 2026 года ВСУ атаковали здание, в котором находились 86 студентов. Под обстрелами мужчины открыли ворота, вывели ребят на улицу, вынесли на руках раненых девушек, еще одну вытащили из-под завала. Благодаря им спаслись 30 студентов. Шамиль Исламудинович Устарбеков и его мама Патимат Устарбекова. Шамиль – 19-летний житель Каспийска с аутизмом. В марте 2026 года Дагестан накрыло наводнение. Шамиль шел в магазин, когда услышал крики о помощи. Он привязал веревку к ноге, чтобы течение не унесло его, и вошел в ледяную воду. Молодой человек спас 23 человека! Семья Пожарскас. Родители Юлия и Андрюс, дети Илья и Сережа. Андрюс, сапер, удостоенный 3 наград, вернулся на передовую даже после тяжелого ранения. Юлия создала волонтерскую группу и собрала 6 миллионов рублей на технику и снаряжение для бойцов, а также 2 тонны гуманитарного груза. Сыновья передали на технику для папиного подразделения 7 тысяч рублей. Андрюс, вам слово. Товарищ Верховный Главнокомандующий, благодарим вас за то, что стоите на страже интересов нашей страны и делаете все возможное для поддержки фронта. Под вашим руководством мы прилагаем все силы, чтобы добиться скорейшей победы, нашей победы. Мы знаем, у противника на поле боя нет шансов, потому что за нами наши семьи, дети, матери и отцы. А то, что враг ежедневно пытается нанести удар по нашей инфраструктуре, это всего лишь попытка сломить наш дух. И у них ничего не получится. Победа будет за нами. Дорогие друзья, поздравим еще раз наших лауреатов. И я вот сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, представляете, нырял в эту пучину и доставал людей. Я у него спрашиваю, страшно было? Вот сейчас на ушко спросил. Он, не обидишься? Он мне говорит, чуть-чуть. Но когда люди совершают такие подвиги, когда люди воюют на фронте, когда люди добиваются удивительных результатов в тылу, не жалея часто себя, конечно, бывает страшно. Это нормальная реакция нормального человека. Но наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед.
Спасибо вам за вашу работу.